Глава Башкортостана Ради Хабиров вновь с рабочей поездкой по Уфе. На этот раз отправляемся в Ленинский район столицы региона. Там расположен Республиканский центр спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Центр спортивной подготовки имени Риммы Баталовой открыли летом 2019 года. Это крупнейший в регионе спортивный объект. Там тренируются олимпийцы, паралимпийцы, обычные жители, взрослые и дети. Глава Башкортостана Ради Хабиров в Центре спортивной подготовки вместе с почетным гостем, президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Цель – показать этот спортивный объект и посоветоваться о планах по строительству центра фехтования. Что у нас здесь есть? У нас есть гостиница. То есть вообще подарок прям спортивной общественности, там, не знаю, спортсменам нашего региона. Ну, на самом деле и не только нашего. Настолько привлекли уже со всей России и спортивные мероприятия, и тренировочные мероприятия. То есть по большому количеству видов спорта, в принципе, ну, по крайней мере, паралимпийцы готовились у нас. Вначале, понятно, последний этап они проходили в Владивостоке, а здесь они у нас начинали. Это плавание слепые, это подофехтование, все были здесь у нас, легкая атлетика и так далее. Как я уже сказала, 37 тысяч квадратных метров, гостиница на 200 мест. Несколько залов. Ну, это все вместе. Здесь и административные корпуса, и гостиницы, это все вместе. 2 специализированных зала. Зал бокса, зал фехтования и большой универсальный зал. Тренажерный зал, зал сухого плавания. Ну, получается, чуть-чуть унифицировали. Это уже мы, как говорится, когда зашли, да. Было 2 зала сухого плавания, мы из одного сделали тренажерный зал, чтобы было всем комфортно тренироваться. Зал бокса разобрали один ринг, потому что там их 3, но зато это позволило нам заниматься и гимнастам там, и дзюдоистам. Тэквондо. Тэквондо, да? Нигде, мы не можем, мы везде тэквондо. Золото же. Мы готовимся к вечеру профессионального боя Ради Фаридовича, который посвящен Дню Республики. 11 числа у нас это будет проходить. Пойдемте. Директор школы, Ильич, рассказывай. Здравствуйте. У нас впереди тренировки проходят. Сейчас у нас выступает Майкл. После него будет выступать Антон Субхангулов, наш мастер спорта международного класса. Также у нас здесь присутствует чемпион Олимпийских игр Батыргазиев Альберт. А где он? Вот он. Альберт, дайте, пожалуйста. Я тебя все хотел увидеть и поздравить. Молодец. Спасибо огромное. Я все бои твои смотрел. А все, красавец. Наш олимпийский чемпион. Чемпион Олимпийских игр 2020 Токио. Здорово. Батыргазиев Альберт. Иди сюда, да. В новой роли, как? Дальше трудимся, забываем, что делаем. А он будет выступать? А будет выступать? Выступать, да. Сам главный бой. Вот наш башкирский боец. Мастер спорта международного класса. Первый бой выиграл нокаутом, завтра будет второй бой у него. Наш воспитанник школы бокса имени Валуева Республики Башкортостан. Наш ее тренер, старший тренер мужской сборной команды Республики Башкортостан Мария Юрьевна Карабанова. Мария Юрьевна, пойдемте к нам. Старший тренер сборной по боксу. Мария Юрьевна. Вот так вот, да. Башкир вот так вот. Все. Поздравляю. Здравствуйте. Вот у нас первое мероприятие такое, посвященное очень благодарны за организацию такого мероприятия, за возможность нашим боксерам принимать участие в профессиональных боях. Это высокий уровень. Ну, в общем, самый строгий тренер у нас в республике по боксу. Он самый строгий, самый крутой. Давайте сфотографируемся на память. Ну-ка, давайте на... Может быть, на фоне вот этого... Пошли. Ну-ка, вот здесь, с Ради Фаридовичем. Вместе, пойдем. В общем, профессиональный бокс приходит в республику. Я думаю, отсюда уже не уйдет у нас. Ты молодцы, здесь условия так и неплохие. Наверное, зал занят круглые сутки. Да, занят. Очень вам благодарен. Я как организатор Динамо Бокс Промоушен, Федерации бокса России представляю. Спасибо вам огромное за то, что вы такие мероприятия в Уфе проводите.
большой вот респект. немножко мешает, конечно, но мы так вот с соблюдением всех норм надо проводить. да, и проводить не будем, им же надо соревноваться. Им надо соревноваться. Такого уровня у вас первый раз соревнования, сразу олимпийский чемпион, сразу титул чемпиона Европы. Это наша школа. У нас с башкирами очень хорошие дружеские отношения сложились. Я вообще курировал последние 3 года Приволжский федеральный округ. В Ижевске 3 Кубка России прошло по боксу. Это мы вот возродили после 12-летнего перерыва, и сейчас он пошел по стране. Мне уже больше Марк не отдал. Как бы, потому что надо везде проводить. Да, а потом у нас же здесь удобно. Гостиница есть, приехали, Вот все. вы вообще прямо хороший город, хорошие условия, как бы, организация хорошая. С министром спорта мы в очень тесном контакте. Молодец, спасибо большое. Спасибо. Поэтому я думаю, что все перспективы есть. У вас такая база, 100 тренеров. 130, да, вы заявляли? Ну, это с учетом по всей республике. Мы идем в муниципалитеты, Ради Фаридович. Мы идем в муниципалитеты. В сравнении с Удмуртией 25 Зауралье. человек. Муниципалитет хотим еще охватить, вот республиканская школа, дополнительные ставки туда вот. Надо там с министром работать. Вот в села, и в селах просят. села, Надо в сельские села. районы. Вот этот сельский тренер мы там даем. Я на следующий год увеличу объем сельского тренера. Надо боксерам дать немножко. Мы в этом году борцам дали, еще кому-то дали. Надо боксерам дать. Мы уже по 18 видам спорта дали, Ради Фаридович. По 18, да. Проводя вот такие мероприятия, это же большой импульс, как бы, что детишки видят, что спорт в республике, бокс в республике поднимается, и родители ведут. Вот это Вот гордость, нашу наверное. Мекку, ради чего к нам едут сейчас уже со всей России. 2 чаши бассейна, 50 и 25, и плюс еще у нас есть 2 детских чаши бассейна, где мы, собственно говоря, с грудничкового плавания начинаем детей учить плавать. Очень сейчас это востребовано, но я думаю, везде все заботятся о здоровье своих детей. Поэтому, ну, как я уже говорила, провели здесь уже 2 чемпионата России. Понятно, все региональные, межрегиональные соревнования у нас, естественно, теперь проводятся здесь. Ну и на тренировочные мероприятия Москва едет, Мособласть едет, Ленинградская область едет, Санкт-Петербург едет, Екатеринбург. То есть все это мы уже привлекли, помимо того, что, естественно, все основные наши команды, республиканские, региональные, тоже все на тренировочных мероприятиях здесь. Синхронное плавание, водное поло. То есть это тоже мы все сейчас начали именно здесь развивать, поднимать и так далее. Несмотря что получается тоже и для синхронного плавания вроде бы не адаптирован бассейн, да, но тем не менее вот эта широкая дорожка позволяет нам в том числе заниматься олимпийской, все оборудование, все полностью соответствует. Количество бассейнов, это визитная карточка. Конечно, это уровень цивилизованности вообще. Мы свою программу принимаем. Дворовая спортивная площадка очень важна. Дворовая, потому что вот футбольная площадка, хоккейная коробка, там воркаут и так далее. Вот мы сейчас специально в рамках наших благоустроительных мер мы обязательно закладываем вот обязательства. Сейчас математическую формулу целую делаем. Ну, если площадь такая, сколько нужно под спорт отдать. Потому что там же, когда начинают, приходишь во двор с людьми советоваться, бабушки говорят, мне сквер, молодые говорят, мне стоянку для машины, мамочки говорят это, а про спорт забывают. Ну, действительно, когда создаешь вот такие условия, то есть мы ощутили уже здесь, на этом центре. Как говорится, вот сейчас мы уже заходим в зал фехтования, никогда у нас не было шпаги. Зашли сюда на тренировочный процесс. Понятно, что готовились, поднимались снизу. Победители первенства России, первенства мира. Ну, наверное, это тоже показатель. Добрый день. Вера Римовна, директор школы. Добрый день. Добрый, рад приветствовать всех. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас поприветствуем самыми юными, самыми красивыми девочками. Словно молнии в небе спустились клинки, снова бой до 10-го пота. Наши руки надежны и нервы крепки, фехтовальщики гвардия спорта. В поединках мы честь не роняем свою, мы хранители славных традиций и отвагой своей, благородством твою, мы по-рыцарски можем гордиться. И мгновений прекраснее нет. Фехтование – наше призвание. Звон клинков – это музыка наших побед. Звон клинков – это наших сердец ликование. Фехтование, фехтование, фехтование – наше призвание.
Пройдемте, посмотрим на наших тренирующихся ребят. Ну вы супер. Под руководством Марата Радиковича на данный момент тренируются две группы. Они занимаются передвижением в боевой стойке. Справа от нас, там Марк Малаянович проводит тренировку у своей группы по общей физической подготовке. Школа насчитывает порядка 840 детей, из которых 66 человек тренируются в спортивном совершенствовании и выше спортивного мастерства. Среди них вы все, конечно, знаете, это олимпийский чемпион Сафин Тимур, Аделина Загидулина. Мастера спорта международного класса у нас с вами Арсланов Тимур, неоднократный победитель первенства чемпионатов Европы и мира. Также у нас трое молодых спортсменов, ведущих, мастера спорта международного класса. В этом году стали победителем первенства мира. Это Баранников Егор, Бекбулатова Аделина. И вновь у нас исторический факт такой свершившийся на нашей башкирской земле в первый раз. Хайрединова Полина первый раз по шпаге у нас выиграла первенство мира. Поэтому мы, конечно, очень довольны, очень рады. Что еще хочу сказать, что 27 тренеров работают в нашей школе, 4 из которых у нас с вами заслуженные тренеры России. Поэтому перспектива хорошая, спортсмены у нас достойные, и мы с вами будем планировать в Париж, наверное, еще делегировать кого-то. Обязательно надо делегировать. Тем более у вас такой глава республики, такой человек, увлеченный спортом, сам занимается и вкладывает перспективы, четко понимает. Поэтому мы сегодня вот общались, разговаривали о том, что, конечно же, башкирское фехтование стало визитной карточкой в России. Поэтому здесь все об нем знают. Здравствуйте. Как успехи? Хорошо, отлично. Да? Мои коллеги-саблисты. Никит, можно, пожалуйста, вас спросить? Это у нас отделение фехтования на колясках. С 2005 года они работают. Благодаря поддержке Арслана Фаритовича, мы его делегировали в это отделение, ребятки у нас прошли практически все паралимпийские игры, которые были. И самой высшей ступенькой у нас в этом году Нагаев Никит нас порадовал бронзовой олимпийской медалью первый раз в жизни. Поэтому молодец, Никит, да, рады. Также у нас и Альберт Камал участвовал. 4 места у него, даже 2. Дважды рядышком с медалькой был. Четвертый в личных, четвертый в команде. Но пообещал в Париже, говорит, обязательно с медалью буду. Обязательно получится. Дай бог, да. У нас с вами есть первый в истории фехтования Паралимпийских игр Курамшина Альбина, которая выиграла Кубок мира по фехтованию на саблях среди женщин. Альбиночка, мы тебя приветствуем тоже. Здравствуйте. Камадшин Тимур, также участник олимпийских, паралимпийских игр. Здравствуйте. С вами тоже можно поговорить? Да. Когда еще? Я вас видел в самолете. Сфотографируй тоже. Ну круто ведь, а? Вообще, да? Круто. Вот это огонь, огонь. Может, пару уроков нам на сабле? Ой, теперь вы уже мне, наверное, дадите уроки. Я вот с 2008 года уже саблю в руках не держал. Вы знаете, человек, который однажды научился на велосипеде ездить, ну, так что я думаю, ваш класс и уровень, даже от такого специалиста, как вы, думаю, минутный урок, он даст повод для размышлений и дальнейших продвижений. Я на эту тему шучу. Я раньше, когда, так сказать, говорит, меня спрашивали, говорит, вы своей дочери не помогаете? Там, я говорю, ну да, я помогаю, я саблю могу выгнать. А сейчас, говорит, а сейчас что-то помогать? Я говорю, сейчас мне даже это перестали делать. Так что так. Успехов вам, ребята. Спасибо. Спасибо, молодцы. Будет у нас центр фехтования? Будет. Будет. Построим. Точно построим. Спасибо. Ребята, ага, конечно. Пойдемте, а? Зачем? Можно, конечно, можно. Вам все можно. Альберт, нормально? Поздравляю. Я далеко телефон? Да. Вот 2 четвертых места. 2 четвертых. Ты сфотографируй? Давай я сфотографирую вас. Давайте. Нет, а ты встань вот сюда. Не надо. Главное вы. Я сфоткаю, давай. Слушай, а я тоже был от вас четвертым, поэтому я, так сказать... Да, такое. Был четвертый. Я как раз в 2008 году закончил четвертым свою карьеру. Да. Чувство недосказанности осталось. Я тут тяжело. Ничего. По-всякому же.
Я тоже думал, что это все на этом жизнь заканчивается. На самом деле, 40 лет жизнь только начинается. не, однозначно. Как в фильме, да? Я вообще считаю, что жизнь начинается после 55. О, ради Фарида сразу же увеличил. От опытного человека. Прибавил, да. А то Спасибо, ребят. Спасибо, успехов. Привет. Аделина, привет. Здравствуйте. 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 Владимир Николаевич. Здравствуйте. Ну что, Лира Римовна, да. Пойдемте давайте, поближе, коллеги. как договорились, Лира да? Римовна рассказывает. Да. Это центр спортивной подготовки. Вокруг центра это жилые дома. У нас с вами жилой квартал. Вот у нас весь этот наш квартал, Ради Фаридович. И где участок земли? Вот этот вот участок центра подготовки. Вот мы предлагаем, выбрали землю вот в этом квартале. Вот он квартал. Значит, вот центр подготовки. Вот Да, бассейн да, видели, да. да. Вот в бассейне Можно мы даже видели. следующую Здесь покажите будет нам. Развязка. здесь будет развязка. Видите, вот оранжевым вот она. Да, вот это вот развязка. И вот в этой зоне 1,9 гектаров. Взяли за основу Новосибирский центр. То есть мы что сделали? Мы взяли просто, так сказать, тренерское сообщество. И так вот сели, сказали, давайте вот, ну, И с нуля спроектировали, да, правильно? мы пригласим строителей, скажем, давайте мы вас попросим сделать то-то, то-то, и насколько это можно реализовать. Поэтому я думаю, что... Настолько удобный, конечно, центр. Это просто вот, ну, на картинке это тяжело показать все, да? Два функционально практически универсальных зала, 24 на 48, да. В одном из них попробуем сделать стройные дорожки фехтовальные. Два специализированных зала на втором этаже это для индивидуальной работы. Можно даже так, под отдельное отделение каких-то, допустим, шпажное отделение. Вот. Что мы хотели бы добавить туда своего, поговорили с ребятами-олимпийцами, все-таки у них командировочный опыт международный большой. Аделина, в частности, Загидульна, предложила, говорит, в восстановительном центре, если сауна, говорит, будет, две купели, говорит, сделайте мне, пожалуйста, одну ледяную, другую холодную, это горячую. Для восстановления, говорит, это просто, говорит, идеально подходит. Мы, говорит, не раз этим пользовались. Вы знаете, что хоккеисты после игры в лед идут? Да, и футбол тоже, ну, это все это самое. Да, конечно, это абсолютно... То есть вот хотим такой момент. Фехтование 70 лет у нас уже, да? На будущий год мы празднуем юбилейную дату. Исторические корни просто, ну, сами понимаете, да, какие. То есть результаты у нас не падают, то есть ежегодно по чуть-чуть, но вырастают. И хотели бы увидеть на этой территории музей хороших фехтовальный. Здесь музейная зона может быть организована на втором этаже. Ну, то есть это самое. Здесь у вас зал. Это же получается второй свет, да? Это же второй свет, да? Это второй свет, да. И здесь второй То свет. есть служебно, ну, рабочие будет вот это, да, второй этаж? Здесь раздевалки, сюда выходы, проходы, раздевалки, там зона техническая, первый этаж, там будет техническая зона. Сколько посадочных мест, вот, ну, трибун, сколько? 350. Вот, этого хватает, да? Ну, для фехтования, в принципе, Хватает. достаточно. Больше не хватит, да? 350 можно Мы сделать. можем здесь соревнования проводить. Нет, можете смотрите, здесь еще вот это в этой стене еще предусмотреть можно. Выдвижные выкатные, да. Они много места не занимают, а так это... Сколько квадратных метров вот ваших, вот, просто 5700 здесь. 5700. Ну, так вполне. Когда дадите на бумаге вот предложение, уже официальное предложение по метражу, все есть, все готово. Ну тогда надо Руслан Тагировичу передать. В понедельник письменно мы отправим. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Секунду еще. Дети еще. Так. Они хотят у вас взять автограф. Да, давай. О. Хотите попробовать мишень поколоть, рапир подержать? А как я? Можно подержать? Да. Я ни разу в жизни это не держал. Вот просто подержать тянется это. Вот это три разных. Вот это сабля, вот это мой вид оружия рапира, но это для начальных, то есть это вот такая ручка как бы у нас с маленьких фехтует. И нужно фехтовать вот этими, самое главное, вот эти два пальца, а эти поддерживаю. Вот, да. Вот. И тут у нас есть такой тренажер. Нужно быстрее, как можно быстрее уколоть. В горячий. Сейчас, подождите. Вот. А вот надо прям в серединку, чтобы оно зеленым загорится. И сильнее. Вот. Я не обманываю, смотрите, работает. Вот. Вы представляете, какая реакция должна быть? Надо раз, два. Ужас. Успеть, да. Не хватает силы.
А это посильнее надо, да? Да, вот. О, Я просто... получилось. Мы успели. И это вот нас очень во время пандемии спасали эти мишени, Мишень, да? потому что мы дома ставили. Вот так. Спасибо. Вот смотрите, А это? Станислав Алексеевич фехтовал саблей. Так. А И здесь... она рубит вот так. Вот у нас тут А здесь тоже нет или нет? здесь Это другое. да, потому что здесь именно тычок должен быть. укол. Она тяжелее, да, это получается? Да. И вот шпага еще. А это шпага? Да. Она тоже Вот, тяжелее. да. И она вот руку, вот в сабле и в шпаге можно в руку колоть. И поэтому, видите, у них гарда намного больше, она защищает. Вот, а у нас такая тоненькая, потому что у нас это все не считается. Вот, приходите к нам на Спасибо. тренировку. Спасибо. А как вы добились таких больших успехов? Как добился? Ну, тут даже не знаю как. Я ходил всегда на тренировки, никогда не опаздывал на тренировки. Всегда слушал своего тренера, что он мне говорит. Старался в школе хорошо учиться, чтобы в школе проблемы в школе не мешали тренировочному процессу. Спасибо. Время, так сказать, которое вы тратите на это, тратьте его с пользой, пожалуйста, потому что на самом деле никто вот сейчас не знает, кто, так сказать, кто из вас станет настоящим большим чемпионом. Это только покажет время. Но раз вы занимаетесь спортом, любите спорт, то, безусловно, остается только то, что каждый из вас будет настоящим человеком. Это самое главное. Ты можешь не быть олимпийским чемпионом, но быть достойным человеком – самая большая наша награда нам, и нашим родителям, нашим тренерам, которые нас воспитывают. Это самое важное. Еще мы от всего сердца хотим вас поблагодарить и вручить вам маленький подарок. Ой, спасибо Это большое. сабля Салавата. Спасибо большое. Мощно. Спасибо огромное. Станислав Алексеевич, а я заметила, что вы как к деткам подходите, сразу улыбка у вас, тут суровое совещание, а дети сразу таете. Ну, я просто знаю, что вообще это наше богатство, наше в общем, наше будущее. Вот, поэтому от того, как мы будем относиться к нашему будущему, потом это будущее будет относиться к нам. Поэтому это очень такой философский вопрос, и всегда нужно быть очень, так сказать, аккуратным. И не стесняться вкладывать в будущее вообще страны. Это Спасибо точно. огромное. А скажите, а будет у нас центр фехтования? Будет, обязательно будет. Сомнений даже нет. Спасибо. У нас еще остался наш универсальный зал. Здесь у нас проводятся основные большие мероприятия. 3000 квадратных метров, стационарная трибуна на 1500. Кубок здесь мы проводили. Кубок главы проводится здесь. Проводился первенство России по греко-римской борьбе. 3 спартакиады в этом году мы провели среди молодежи. Опять-таки 2 чемпионата России на колясках, они были здесь. Первенство России фехтования здесь. Сейчас готовимся к турниру силачей. Турнир силачей, вот буквально 11-го мы здесь будем все это. Ну, у нас здесь турнир пройдет, собираю всех сильнейших стронгменов России. Вот завтра начинают приезжать, 11-го пройдет турнир. У нас 5 упражнений в программе. Вот это вот, ну, это классические упражнения стронгмена. Ну, мировое название его круг Конона, мы его называем круг Батыра. То есть нужно атлету вот за этот поручень взять, значит, и по кругу пронести, ну, на максимальное количество, ну, расстояние, в общем. 400 килограмм, 350 мотоциклов, плюс железная конструкция. Ну, это классика. Затем вот наше эксклюзивное упражнение, тут его в мире всего 2 таких станка, хват Батыра называется. Сейчас он пока у нас еще не до конца готов, он в таком боевом положении, мы его, ну, поднимем эти бревна, 2 бревна по 360 килограмм каждый, это сосна. Атлету нужно удержать на вытянутых руках там максимальное количество времени. Затем ступени силы, вот у нас рядом, видите, гири такие серого цвета. Да. Значит, атлеты параллельно одновременно стартуют с той стороны и с этой стороны. 3 гири весом 200, 250 и 280 килограмм. Необходимо по ступеням поднять на самую вершину. То есть дается 90 секунд на это выполнение этого упражнения. Затем еще одно наше эксклюзивное упражнение называется, ну тоже оно как бы всемирно известное, на Западе, вот в Швеции его практикуют, вертикальный подъем. То есть необходимо за канат поднять мешок весом 150 килограммов, вот на высоту 4 метра, тоже дается 90 секунд. Ну, по итогам 5 упражнений мы выявляем самого сильного человека. Ну, в данном случае это будет у нас эксклюзивное соревнование, Урал Батыр.
ну, приедут все, там, 3 чемпиона мира, чемпион Европы, чемпион России, Давид Шамет, чемпион мира, Евгений Гавриленко. Ой, Евгений Ходяков с Украины приедет, с Донецка, ребята. Наши будут, башкирские богатыри, с Нефтекамска, с Уфы. Вот. Я, собственно, вот организую. Здорово. Вот. В прошлом году наш турнир федерация признала лучшим турниром в России. Вот, надеемся в этом году, ну, планку не опускать, стараемся делать лучше. Спасибо, радио. Хорошо. Желаю, чтобы все прошло на высшем уровне, чтобы уже не только в России признано, но на международный уровень. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вам наш центр спортивной подготовки? Замечательный центр. На самом деле, это один из, наверное, крупнейших центров, которые я видел и наблюдал у нас в России. Мне очень нравится подход, то, что помимо, так сказать, специализированных залов есть огромное пространство, которое является трансформером, можно варьировать проведение соревнований, размещать различные, так сказать, компоновки спортивного и не только спортивного оборудования, то, конечно, это наиболее востребовано в сегодняшних условиях, потому что нынешний мир, он перестает быть таким консервативным, здесь нужна вариативность, и я думаю, что такие пространства для проведения крупных спортивных мероприятий наиболее будут востребованы, это очень важно. Спасибо огромное.